Туган Мальсагов родился в 1912 году в селении Альтива. После окончания школы работал заведующим читальней в родном селе. Потом в 1932 году поступил в Ингушский педагогический техникум, а затем включился в общественно-политическую деятельность. Когда началась Великая Отечественная война, прервав успешно начавшуюся партийную карьеру и оставив молодую жену, Туган, несмотря на то, что ему давали бронь, добровольно ушел на фронт. Этот человек был очень мужественным человеком и очень убежденным коммунистом и убежденным патриотом, поэтому за ним люди шли. Его слово слушали и слышали, оно доходило до солдат. Поэтому это очень важно. Он был хорошим оратором. Война застала Тугана Мальсагова на должности инструктора обкома партии. На фронте он был политруком стрелковой роты, пока под Ростовом не получил тяжелое осколочное ранение в руку, после которого снова встать в строй ему было уже не суждено. Позднее раны давали о себе знать до конца жизни. За это время он успел стать участником Сталинградской битвы, Малгобекской обороны и пережить ссылку. В одном из его наградных листов говорится и о том, что он внес огромный вклад в то, чтобы укрепить нашу обороноспособность в самом начале войны. Трудности, выпавшие на долю Тугана Хаджимоховича, не сломили его. Он самоотверженно трудился на многих ответственных постах и оставил после себя бесценную святыню, хранилище истории и культуры народа. Тяжело было участнику войны, проливавшему кровь на войне и смотревшему смерти в глаза, потерявшему на фронте младшего брата, видеть страдания ни в чем не повинных горячо любимых им людей. И тогда он дал себе слово во что бы то ни стало восстановить историческую правду. Эта мысль, созревшая в истерзанной душе Тугана, стала отправной точкой того великого дела, которому он посвятил все оставшиеся годы. В течение многих лет, задолго до основания музея, он начал ездить по селам, собирал материалы, тратил на это личные средства. Пенсионную книжку он отдал супруге, а зарплату тратил на создание музея. Супруга не только с пониманием относилась к деятельности мужа, но и как могла старалась оградить его от житейских волнений и тревог. Первоначально музей боевой и трудовой славы, затем музей исторического Назранского района, а ныне Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Музей, который начинался с одной комнатки, теперь храм памяти не только о самом Тугане, но и многих других ингушах участников войны. Первые фотографии и документы по битве за Москву в музейном фонде республики появились еще в начале 70-х годов. Сейчас музейный фонд насчитывает более 40 тысяч экспонатов, среди которых фотографии, письма и самое ценное – кители с боевыми наградами ветеранов. У нас в постоянной экспозиции находится костюм основателя нашего Тугана Хаджимоховича Мальсагова с его медалями. Он был награжден медалью за отвагу, медалью за победу над Германией и за оборону Кавказа. Туган Хаджимохович был отважным человеком и доказал свое мужество на войне и в мирной жизни. Он обладал мужеством и личным, и гражданским. У него была одна заветная мечта, чтобы у ингушей появилась своя республика, своя государственность. Он любил каждую тропинку своего края, каждое дерево и каждый камень в своем городе. Ярый борец за восстановление прав своего народа, Туган пользовался уважением и большим авторитетом у представителей других национальностей, проживавших в Ингушетии. У него был особый дар притягивать к себе людей. Окружающих покоряло его открытое сердце и душевная щедрость. А особенно тянулись к нему ветераны Великой Отечественной. Их объединяла война, проверенные в ее горниле характера и настоящие мужские качества. Воспитанием Тугана занимался отец. Именно он отдал его в Кантышевское медресе, закончить которое ему не удалось, но познания в религии, полученные там, стали основой его морали и нравственности, которые в то непростое советское время позволили воспитать уже своих детей по всем нормам эздела и обычаям ингушей. Салхал стумгишхан чанис ури деламыз киснудиши. Цмарн гурц. Да пуцак ягар я ди işte точок да хамхан дыртхбалы. Но наныз уалыр. Шундар я сугварц. Сөз яш долар дашкыс тикхадыш дашкыс.
В ноябре 1983 года после продолжительной болезни его не стало. Он прожил 71 год. Подвиги Тугана были отмечены многими наградами, медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за оборону Кавказа, Сталинграда, отвагу, трудовую доблесть и не только. Высоко была отмечена деятельность Тугана Мальсагова в 2002 году, когда его посмертно наградили орденом за заслуги, высшей госнаградой Ингушетии, для которой так много сделал этот человек. Продолжателем дела Тугана стал его старший внук, ныне директор Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова Магомед Закриевич Сагов, который трепетно и бережно относится к наследию своего именитого деда. Здесь уже работают отдел хранения, отдел научный, отдел археологии, отдел этнографии, зал Великой Отечественной, духовный зал, зал государственности. И вот сегодня в наших фондах сосредоточено более 47 тысяч экспонатов. Музей имени Тугана Мальсагова с каждым годом пополняется самыми различными экспонатами. Ценные памятники культуры хранятся в Краеведческом музее. Здесь собраны свидетельства как древней истории ингушей, так и военного прошлого. Самые различные коллекции по истории и этнографии ингушского народа. Зелимхан Калоев, Новости 24.